Итак, дорогие друзья, начинается очередная наша рыбалка с Игоряней. Вот так у нас происходит процесс сборки. Я собираю свое оборудование, которое забираю. Да, друзья, и у каждого у нас свои задачи. Ты оборудование собираешь, а вот сними мое вот оборудование. Ложки, ножи, поварешки, сковородки. Вот сейчас помыл, сейчас тоже буду упаковываться и собираться на рыбалку. Да. Здесь у нас, значит, вот аккумуляторы, каны, кастрюли, ну, вот эти тазики. Вот еще вот так Палатка, полы, с вечера готовим, раскладушки, чтобы утром, ну, как бы уже выносить, да, все. 2 туриста приезжает. Мы, как вы знаете, занимаемся туризмом. И 2 у нас этих наших, 4 складушки забираем, короче. Вот для туристов у нас есть ящики, если у кого нету своих. Снасти предоставляем. Вон ту посуду, наверное, забираем тоже, да? Какую? А вон это? Нет. Нет, да? Ага. У меня железная есть чашка, колбаски, все нарезано. Да. Сейчас буры, все забираем. Ну, в общем, вот так вот. Собираемся и едем. Ну вот, дорогие друзья, мы приехали, поставили палатку. Немножко дров привез, думаю, на ночь хватит. Здесь у нас с прошлого раза оставалась береза. Здесь вот люди есть, посмотрите, рядом с нами рыбачат. Вот так вот мы разложились. Вещи вот так вот. Чью-то балаклаву нашел, кстати. Здесь вот она лежит, вот такая вот. Вот такой вот формы. Не знаю, кто оставил. Вот. Ну, это то место, где мы рыбачили с Володей в последний раз. Вон там Дмитрий сидел, уехал. Посмотрите, как тепло, как парит снег. Снег парит. Игорь ходит, разбирает вещи, продукты и так далее. Ну, мы сейчас сразу начинаем рыбалку, собственно. Потом выйдем, все укроем. Вещи укроем. Печку растопил. Так, ну вот мы приехали, расположились, сразу начинаем рыбалку. То есть ничего не затягиваем долго, ничего. Буквально. Я съездил за дровами, Игорянь пока поставил. То есть собрал кровати. Кровати, вещи. продукты разложил, подготавливаю все к приезду гостей. Да. Сейчас будем. Сегодня у нас рыбалка, завтра рыбалка. А послезавтра я еду встречать гостей. И опять рыбалка. Да. Сегодня надо. Вот здесь маленько у нас посуда бензином попахивает. Потому что как-то бензин у нас умудрился пролиться из бензопилы. Вот. Больше так не будем возить. Это ты положил бензопилу? Да, мы положили бензопилу, и из нее вытек бензин. Не мы, а ты. Прям в эту штуку. Поэтому она сейчас пахнет бензином, но мы думаем, что мы, если прокипятим, нормально будет, да? Помоем, Ну, да. С фейри помоем, и нормально будет. И можно будет пользоваться. А фейри нету. А ты что, фейри не взял? Нет, а ты их купил? А ты что мне не сказал? Ага, у меня все есть, не переживай. Это я так для затравки. Понял. Итак, друзья, буквально 5 минут вашего времени. Посмотрите, появилось вот такое средство, я о нем только узнал. Band Free, я твое средство для всего. Это чудо-очиститель на природных компонентах. За счет кислорода оно как-то очищает. Такое средство, друзья, вы можете заказать на Озоне или на Вайберис. Стоит всего 400 рублей, я заказал. И оно подходит для стирки, можно вещи какие-то очищать, для посуды подходит, для чистки различных поверхностей, для чистки сантехники, раковины и для дезинфекции даже, друзья. В общем, чистит все, чудо-средство. Поэтому давайте сейчас очистим наши самые распространенные предметы, которыми мы пользуемся. Термоса, сковородки. Были бы у меня еще мои котелки, я обязательно увезу это средство на рыбалку и очищу свою посуду полевую. Вот. Давайте сейчас начнем. Здесь, в общем, 1,5 столовой ложки на литр воды растворяют. И заливаешь все это горячей водой 90%. Даже можно немножко прокипятить, если что, совсем грязные кастрюли. Но мы сейчас попробуем сделать просто залить горячей водой. Итак, погнали. Вот такой, друзья, у меня термос. Очень грязнючий. Посмотрите внутри. Это причем только один из термосов. У меня их целых 3 штуки.
Все буду очищать. Так, вот такая вот грязная посуда. В этой посуде обычно мы жарим. Посмотрите вот, как она выглядит до очистки. Вот еще одна сковорода старая тоже. Сейчас будем для жарки это все, да, сейчас будем все это очищать средством. Так, вот наши ювелирные украшения серебряные. Посмотрите, они вот черные какие вот. Сейчас попробуем почистить в домашних условиях. Друзья, вот я засыпал 1,5 ложки. Сюда я засыпал также 1,5 ложки средства. И в термос я загрузил 3 ложки. 3 вот таких здоровых чайные ложки. Посмотрите, средства имеют быструю систему быстрого закрыва. Застежки вот. Вот так вот. То есть открыл ее и средство закрыл. Все. Так, сейчас я буду сюда заливать воду, и она вся будет кипеть, бурлить, и отсюда все будет выходить. Давай посмотрим. Здесь горячая вода, примерно уже где-то 90 градусов. Остыла, наверное. Я заливаю его в термос до полна. Остальное сейчас потом налью на кастрюле. Вот. Остальное сюда заливаем. Вот. Остальное заливаем сюда. Вот я заливаю сюда. Оно сейчас будет все работать у нас, начнет. Вот что-то там бурлит. Смотрите, он прям накипь начинает выкипать все. Здесь тоже у нас все бурлит. Еще воды сейчас добавим. Так, все кипит. Здесь у меня происходит. О, смотрите, вода вся выкипает. Запаха, друзья, никакого нету абсолютно. Потому что здесь реакция с кислородом что-то связано. Сейчас я заливаю вторую емкость. Там у меня просто вторая кастрюля, но вторая сковорода, но мы ее что-то как-то неправильно сделали. Давайте сейчас я снаружи, чтобы тоже очищала, заполняю емкость. И будем дожидаться, пока она остынет, минут 30, наверное. Туда сейчас тоже воды добавлю. Вот эта кастрюля здесь явно литров 7. Сейчас я еще средства туда бухну, чтобы она все работала. Раз, два, три, 4, 5, Gire styrku tänne. 6, 7. Все. Так, засекаем время. Так, сейчас залили воды. Здесь где-то 250. Ну, мы сюда все равно ложку не щадя так добротно кинем. Ой, tähän on tukkara manna harkapatte. Manna turu. Поставлю здесь на всякий случай. Иногда его считают подвидом дунайского таймени. Это обыкновенный или сибирский таймень. Блюдо чисто. Так, спустя 15 минут, то есть я уже вижу, что термос приобретает какие-то... Сейчас я просто сполосну термос. Посмотрите, идеально чистый. Чернота была вообще страшная.
А сейчас это просто идеально чисто. Вот это да. Так, а это по серебру. Посмотрите, вон как процесс. Прям чернота вышла. Так, сейчас серебро. Так, посмотрите, какая черная стала вода в серебре. Вот серебра. Сейчас мы его просто сполоснем в чистой воде, холодной. Кольцо блестит. Поверхностными и внутренние тоже маленько почистилась, но не так сильно, чтобы... Вот цепочка белая уже, ну, как бы почистилась. Здесь сережки. Оксана скажет. Нормально, нет? Да. Ну, моя цепочка тоже прям блестящая стала. И внутри тоже почистилась, посмотрите. Ничего себе. Классно. Так, с серебром все справилось. Чистящее средство. Отлично, тут прям черная была же. Ого. Прям следующая. Прямо жир прямо был. Такой толстый слой жира. Давай посмотрим. Это мы, друзья, не кипятили. Хотя можно было и кипятить. Тут сложнее, конечно. Так, пустилось это без сковороды. Так что, друзья, рекомендую всем это средство. Очищает все. Ссылка на средство будет в описании под роликом. Так, друзья, сразу первым делом я измеряю глубину. Для этого буду использовать свой эхолот Practic 8. Просто отличная вещь, незаменимая на рыбалке. Прям вот самая нужная штука в последнее время. Вот мы с ребятами рыбачим. Всю рыбу показывает, глубину, подход рыбы. Поэтому, друзья, рекомендую брать в практике на сайте клеваярыбалка.рф. Вот. Вот такие эхолоты. Сейчас у нас лед уже потолще стал, поэтому я прям вот не щадя так вот побольше, выше поднимаю. Вот. Сейчас должны они мне отправить длинный шнур, потому что лед все толще, и поэтому шнур нужен уже длинный. Включаю практик. И вижу, что 3,1. 3 метра здесь, друзья, нормальная, хорошая глубина рабочая. Да, рабочий, то, что надо. Да, то, что надо прям нам. Сигарений. Ну как-то так. Да? Так, начинаем делать обряд угощения. Я угощаю бырпахом реку.
Сейчас вот наливаю сначала в кружку. Вот. Пожелал и загадал пожелание и туда. Все, теперь маленечко себе просто в горле пересохло. А тут газированный напиток вкуснейший, поэтому маленько напитка попью. Бырпах. Да что ты будешь делать? Он подошел, стоит. Есть. О, есть поклевка. Есть. Первая рыбка. Вот, я же говорил, она сорога. Вот он, сорога. Очень неактивная. В общем, подошла, стояла, 2 раза подходила. Не брала. Я туда вот закормил манки, кучу насыпал. И на кальмара решила что-то взять. Вот. И совсем вот неподвижная. Вот. Какая-то вот неактивная прям. Бросай в кан ее, вечером жарить будем. Да, с Игорем хотим вечером пожарить Рыбки. сороги. Сороги поедим. Вот кан. То есть привыкли одна колбаса да мясо. Да, одно вот привыкли вот. Игорь, Найдитесь. нарежь колбасу, кстати. А? Нарежь колбасу. Колбасы нет. Мать нас таскала за продуктами. Опять кто-то как будто подплывает. Почему эти сороги подходят, клюют, маленько так поклевку делают и уходят. Все. Есть? Есть. Есть поклевка. Сорога идет. Очередная. А может и ясь? Да нет, сорога. Сорога, да? Правда, с датчиком эхолота прям вылезла. Что, на кишки, да? Да, на кишки сорожьи. Сорога клюет на сорожьи кишки. Вот. Очень вяло рыба берет совершенно. Я даже вот свежую абсолютно прикормку, ну этот, приманку поставил. Короче, с рыбой что-то случилось пока что. Но думаем, что давление. Связано это как-то с давлением. Поэтому надеемся, что завтра все нормализуется. Да? Нормализуется. Ну, надеемся, что завтра все нормализуется и рыба будет клевать. Начинается что-то потихоньку. Что дело? Есть. Да, прям хорошая сорога. Хорошую взял, Васильевич. Есть такое дело. Пожарим, да? Пожарим, сегодня вечером жарю. Ты чистишь, я жарю. Ух, сегодня у нас будет ужин шикарный. Да, вот так вот, Надрезики друзья. понаделаешь, почистишь, и мы ее в мучке. Хочешь муку с манкой? Вот такая вот кишочка. Это прям вот сороги, от первой сороги, которую поймал. Кишочек. Он прям работает изумительно. Ну, видно, время сороги настает. Да. Хищник, наверное. Что, была покрывка, да? Сорожка. Под вечер более оживленно начинают подходить.
Игорь, смотрю, тоже начал мормышку ставить. Тоже хочет половить что-нибудь. Да хоть что-то поймать. А то он сидит все время. Любуюсь. Пока еще ничего не поймал. До свидания. Есть такое дело. Че есть? Ой. Игорь кого-то тащит. Ой. Сорожка. Или подъязок. Нет, сорожка. Хорошенькая. На кальмара. Рыба потихоньку начинается. Контент. Ой. О, хорошая идет. Хорошая сорожка. Ну вот это уже сороги пошли. Да, это уже. Вот этих прям пожарить, так пожарить. О, а ты, конечно, на жаре его не наберем. Наберем. Пока не знаю. Пока вроде как идет все. Все идет по плану. Все идет по плану. Ты. О. Давай. О, что-то. Есть. Поклевка есть. Есть, сорожка есть. А ты, конечно, не поймаем. Таких на улице не поймаешь, сороженок-то. Только в палаточке такие клюют, Вячеслав Васильевич. Ну это же контент. Ну контент, да. Это жарево наше с тобой сегодня ужин. Да. Ты меня ночью съешь. Игорянь кормилец наш. О, Детстве, да? да. И таранку делали, блядь. У вас за рыбу, блядь, не считают. Ну вот, ребят, приехали мы вечером, поймали сорожки на жареху, и вот жарю сорожку. Да, сколько штук у нас получилось, поймали мы? 3, 5, 7, 8 штук. 8 штук сорожек, друзья, вот. Я их почистил, нарезал. Игоряня жарит сейчас. Да, вот такая вот вкуснота. Ох, Да, сейчас будет вкуснота, С буду сейчас корочкой. кушать. С корочкой поджарить, да, прям с такой золотистой. У нас еще подсевший баллончик, газ посильнее не сделаешь, и видишь, над баллоном он еле горит, я поэтому... Ну ладно, сейчас поджарится. А все равно поджарится она. Поджарится, куда Да, надеешься? конечно. Куда торопишься? Так, ну вот, друзья, сейчас настало утро. Давай, Василич, сорогу-ка. Ночью Игорянь тут ловил. Сколько поймал-то? Ну, там несколько штук, я почти 4. Даже сейчас на блесну. Ну, такая на блесну, видишь, сорожка неплохая. Но на блесну даже сорогу Да, ловит. сидит. сорога, да, ночью и подвязка поймал. Я сейчас Вот, попробую. на ратлины сейчас у меня несколько ударчиков было. То есть рыба есть? И рыбы есть. Фу. Я думаю, вижу. что и немало, Слав. Ну. По крайней мере, бели, я думаю, хватает. Тут сейчас надо сигана что-то подбирать, пробовать. Фига тут нету. Надо туда идти, на мель. Да ладно, нету. Нету тут. Один раз. Иногда редко проходит, 1-2. Ну, сорожка идет небольшая. Я говорю, бели, видишь, есть. Нормально. Ну, вот с утра закормились, вот, манки. И на тесто взял. На тесто на бурпаховское. Так что рыбка работает. Работает. Как там на щуку, он делал путевку 1000 рублей. Угу. Слава, а у него там в пруду толстолоба, пруд не был. Ни хрена! Что это такое-то? Да там рыба подошла, вообще полно рыбы. В охолоте прям видно. О, смотри-ка, я тебя уже догоняю почти. Да! Хрена себе, блин. Проснулся только. Вот дубасил пошел, блин. Да.
А то. Оп. Ну вот она, бель, вот она, видишь, бель так, видишь, подкормил вчера маночкой, вот она пошло дело. Да, сегодня тоже подкормили. Корми, корми, она и так и будет крутиться. Я все-таки надеюсь, может, хищник подойдет. Ну вот я тебе не рассказал-то. А он напускал туда в пруд толстолоба. Ой, сорвал со рта, выдернула. Блин, так не успеваю даже рассказать тебе. Ее рано. Ты посмотри, пошла жара-то. Да, вон рыбы полно. Блин, сейчас я тоже прошу эту нафиг, присну нафиг. Есть такое дело. Хороший такая Ой, сорога. хороший сорога, ты посмотри. Вот это пошел контент. Это уже дело. Тесто-то видишь, как работает. Работает. Ну, я думаю, и маночка все равно привлекает. Она, говорю, вот это, она пылит, когда хорошо, она вот, говорю, привлекает белую рыбу. Манка это вообще тема. Я тебе говорю, еще вот купить, знаешь что, панировочные сухари, они тоже везде в магазинах есть. И с манкой. Тесто отвалилось. Ты посмотри, на тесто барпаховский пошел. Да. Ты мне так сейчас обгонишь. Нифига тебе Байнай-то дарит одну поклевку за другой. Ну вот. Я ж спал. Тому, кто спал, дает. А я всю ночь трудился, не покладая рук. А тебе нет. Не, почему? Почему мне Ты не спал, потому что она же связь Байнай через сон телепатически держит. Вот в чем дело-то. Да. А ты просто катышек делаешь, да? Блин, мне жаба давить начинает. Ай-я. Ну как так-то? Вот видишь, как дернул. Хороший идет. Хороший? Хороший. Возможно, окунь. Нет, смотри, сорога. Ох, офигеть, вот это сорожено. Так, где моя удочка вторая? Вот такая сорога. Вячеслав Васильевич, ну это уже нечестно, Вячеслав Васильевич. Продай тесто в долг. В долг продашь? Сейчас дам, подожди. Да я шучу, лови. Да я дам тебе сейчас что. Мне щук хочется поймать. Может, рано еще, попозже проклюнется. Щуку надо вон туда идти, на этот. О, есть. Паразит. Окуни подошли. О, Паразит. все, сейчас начнется дубасево. Что, этого будем брать, не? Не знаю, зачем он такой нужен. Может, девчонкам отдадим или не? Выпустить. Ну забирай. Хочешь, о, смотри, выпрыгнул аж. Да надо таз, походу, заносить здоровый. Наш. Ой, ты посмотри, какая красава, а. Ты посмотри, поклевку, поклевка за поклевку идет. Да. Вот это клев. Вот это клев. А ты говоришь, рыбы нет. Так не говорил. Это вчера я говорю. А рыба есть. Она вчера, видишь, и вчера у тебя сколько ты видел бели много. Но видишь, она, особо-то так не брала. Угу. Ай, прям изо рта выдираю. Этот каторшек, он какой-то вот это твердый. Тесто надо, нет? Не, пока не. Или кальмара лучше? Не, у меня кальмар есть, я здесь себе еще порежу. Есть? Угу. Вот с утра, друзья, пошел клев какой, а? Прям сорога за сорога-то отборная вся. Так, хорош, закругляйся ты ловить. Выспался. Ну, за это уловится. Я честным трудом всю ночь высиживал эти рыбин несколько, всю ночь не спался. А он встал, надубасил за 10 минут меня обловил. Да. Как так-то? Так вот. Это нечестно, Вячеслав Васильевич. Кто спит, тому... Байнай дает. Да. Это у тебя от моей манки, я же ее заговаривал, Байнаю. И она, видишь, тебя клюет. Да не, это из-за того, что я вчера Байная задобрил и это... Ну как сказать? Просто я это. Сахам сирин үрдүгө тыйыстым никина жилороюн кемиге ургая киретина тула эттүм атмаган туман болан
тулур